Пяшеш кшода қылды, ляттан сибет хос одеж, вахарамах мошук агылды, вайгыл мох, сирды беш. Из уст юного поколения стихи Зареты Ахильговой звучат особенно проникновенно. Мир поэзии и творчества открыл свои двери для автора еще в школьные годы. И несмотря на разные жизненные трудности, она не прекращала доверять бумаге свои чувства и мысли. А серьезно этим делом я занялась, лет 20 назад, можно сказать. И первое стихотворение было посвящено моей маме, которой очень давно со мной нет. Вот так и пошло одно за другим. Родным своим посвящала, друзьям посвящала, республике посвящала. Так и родились у меня 3 сборника на русском языке. Творческий вечер члена Союза писателей России и Ингушетии организовало руководство Дома культуры. Встречу приурочили ко Дню писателя. Главным гостем Зарета Ахильгова стала неспроста. Немало ее произведений посвящены детям. Любят их и воспитанники Дома культуры. С любым ребенком или взрослым, по словам поклонников ее творчества, она удивительно быстро находит общий язык. Цитейпар, сирдық әга хубатыр, сылы нах қиет беш хубатырыз. Хар саги дегічі ян, зяздычсан яқчын хар бейт, чын малдол дуцыр. Большую популярность творчества Зареты Ахильговой имеет и за пределами региона. Ее произведения звучат на различных литературных фестивалях и конкурсах. Простые и понятные строки о родине, матери, красотах природы и многом другом никого не оставляют равнодушным. Зарета Орьян языр хойе, озыр хойе. Оқыны стихаш, цены ғалғаймот корчбеш. Цены ғалғаймот бұлсыр, ғалғай ил негітіш долыш, ғалғай тоғшқыл долыш, еқе долышды. Цыдыға ve yazılmıştı bagıl yanına ye ve ilah yedice. Dalşı ve soğuz dalşı. Hançı hakkalar mısıl etmir hakkol ehtolol bukun. Пишет Зарета Ахильгова как на русском, так и ингушском языке. Хотя вначале, как признается поэтесса, творить на языке матери казалось ей непосильной задачей. Чтобы писать на ингушском языке, нужно его очень хорошо знать. Знать в совершенстве. Вот, чего я не могла о себе сказать, потому что в Северной Осетии его не преподавали, когда я училась. Но тем не менее, у нас очень много талантливых писателей, и ушедших, и нынешних. Я читала их произведения, и тем самым как-то вот наловчилась и выпустила маленькую книжку, которая называется «Халхара Такальки». А в прошлом году автор выпустил свой первый роман на ингушском языке «Гиана Рабеза». Это же название носит и творческий вечер. Произведение очень полюбилось читателям. На творческий вечер пришли родные и близкие поэтессы, коллеги по перу. Они посвящают ей много искренних слов и просят лишь об одном – жить счастливо, творить дальше. Я хочу ей пожелать долгих лет жизни, удачи в творчестве, чтобы она оставалась такой, какая она есть. Чтобы вот такой же веселой, оптимистичной, трудолюбивой, такой же мобильной, энергичной и такой же любимой нашим народом. Откровение о времени, о дружбе, о судьбе, о любви, поэзия, согретая сердцем. Это лишь несколько из 6 стихотворных сборников, выпущенных поэтессой в свет. В планах у автора в скором времени выпустить еще один на русском языке. Поклонники ее творчества уже ждут возможности прочитать их. Дана Плеева, Асхабила, Киев. Новости 24.